Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском севере. 14-я Всероссийская научная конференция с международным участием стартовала сегодня в Академии Госслужбы Коми. В этом году конференция приурочена к столетию Коми и 25-летию самой Академии. Конференция затрагивает большой, сложный комплекс вопросов, касающихся развития региональной экономики на Европейском севере России. Едва ли не самой главной управленческой компетенцией будущего станет умение решать сложные комплексные проблемы. Проблемы, включающие большое количество заинтересованных сторон, подразумевающий действительно диалог, о котором сегодня уже говорилось, и который будет выстраиваться в течение всего времени работы конференции, я уверена. Обмен часто конфликтными, часто противоречивыми точками зрения, учет экспертных мнений. Основная задача традиционной конференции – поиски научного обоснования, анализа и путей решения актуальных проблем социально-экономического, общественно-политического, исторического и социокультурного развития северных и арктических регионов России. На этой площадке она объединяет представителей научного и экспертного сообщества, органов госвласти и общественников. С докладами выступили ведущие московские эксперты по северным регионам и Арктике. Так, проекту освоения Арктики 2.0 продолжение исследований ученые отдали 3 года. Мне приятно, потому что впервые обобщаю уже. То есть отдельные фрагменты вот этой работы докладывались и в Москве, и в Якутске, и на Красноярском экономическом форуме, только что прошедшем. Но вот сводно все основные результаты этого 3-летнего проекта будут доложены у вас. Мне приятно, потому что как-то это приглашение побудило уже сделать интеграцию результатов. В рамках секции Всероссийской научной конференции участники обсуждают правовую систему как элемент устойчивого развития территорий Российского севера и Арктики, инновационное развитие отраслей экономики Коми, угрозы и новые возможности, перспективы устойчивого развития сельских территорий и малых городов на севере. Например, о правовых нонсенсах в сфере оленеводства. По словам федеральных экспертов, проблемы в традиционном природопользовании есть не только в Коми, но и Якутии, Бурятии и других регионах. Я думаю, что мы сделаем еще один шаг. Надо сказать, что результативность прошлой конференции есть. Один из результатов – это то, что в республике теперь не один муниципальный район входит в состав арктической зоны, а еще 3. Вот один очевидный результат. И я думаю, что развитие традиционного природопользования на новой инновационной основе, потому что традиционное природопользование никогда не было застывшим, мы его называем традиционным, а оно всегда выбирало в себя все технические элементы, которые могло только в себя вобрать. Но сейчас технология производства стала настолько сложной, что самостоятельно субъекты традиционного природопользования уже не могут освоить эти технологии. Государство должно им помогать. Кроме того, на конференции пройдут тематические площадки и круглые столы. Используя дистанционные технологии, организована онлайн-трансляция всех мероприятий.